Расул Карабулатов, Рушана Бабич, Камила Бекулова-Кусимова, Курамша, Ахат, Нага, Нагим Нургалин, Алмаз Амиров, Валерий Малюшин, Летний камень. Помните, в детстве я нашел летний камень. Теплый, летний. В фильме Булата Юсупова «Седьмое лето в Сенберге». Автор сценария Магафур Тимир Булатов при участии Булата Юсупова по мотивам пьесы Тансулпан Гариповой «Летний камень». Режиссер-постановщик Булат Юсупов. Оператор-постановщик Анатолий Лесников. Художник-постановщик Дмитрий Хильченко. Композитор Урал Идельбаев. Звукорежиссер Памира Абдулбанеева. Директор фильма Людмила Вурсал. Продюсер Раис Исмагилов. По машинам! Рамша, не отставать! Давай, поехали! Слушай, мы что мне зайдем, а? Чаек заварим покрепче. Согреемся. Не надоело дома сидеть одному. А? Спасибо, Ваня. Ну, давай в другой раз. Устал я что-то сегодня. Ну, как знаешь. Ну, давай.
Kızıl dağın başında Özgen balam yılaydı Bağ bir hem de tınmaydı May bir hem de tınmaydı Yoklam balam yom kudum Yom kudum Gitsem yokum ağla Yılap uda gündürüm Elim beni gıylarımı Eki yeter hıylarımı Что готовишь? Беляш, Далешь? Давай я тебе помогу. не надо. Почему? Тише. Что ты делаешь? Ребенка разбудишь. Да нет, она крепко спит. Хватит, хватит. Перестань же, Кураша. Симбир проснется. Что вы делаете? Папа, а почему ты не идешь на работу? У меня сегодня отпуск начался. Мама, а что такое отпуск? Это значит, что папа будет отдыхать и долго не будет ходить на работу. А что же тогда ты будешь делать? Хочешь, мы с тобой на базар пойдем? Правда? Правда. Возьмите, пожалуйста. У меня здесь дела.
Свободен. Вы подождите, Иван Петрович. Они сейчас придут. Обедать будем. У меня Балиш, ваш любимый. Семель очень любит Коромшу. Я тоже любил своего отца. Он ушел от нас в другую семью, когда мне было столько же, сколько Семель. Я очень переживал, скучал сильно. Случайно узнал, где он живет. Через весь город добрался до его дома, бросился к нему. А он мне говорит: «Чё пришел? Иди домой». Никогда в жизни больше так не плакал, как тогда. По дороге домой. Маленький был. Дал себе слово, что когда у меня будет семья, не оставлю ее ни при каких обстоятельствах. А с отцом еще встречались? Пару раз. Да бог с ним. В театре как дела? Сегодня сдача. Приходите, если будет время. Я постараюсь. Мама, смотрите, что мы купили. Эй, как жизнь! Что купила? Покажи. А? Привет! Здравствуй, курортник! Смотрите. Ух ты! Вот. Ой, менің қадамдан күлді. Вот какое красивое платье у моей доченьки. Giteyem, giteyem, giteyim dan bası kaşı, ul giteyim dan bası kaşı. Ude birdeki taşlaşmazga Ul giteyin dedan bazga Ude birdeki taşlaşmazga. Если бы... Ну как? Наелась Семель? Да, спасибо. Расти большая. Ну что ж, вы посидите, поговорите, а мне пора. Увидимся в театре. Успехов. Папа, мы тебя будем ждать. Әйбәт Яна. Вели себя хорошо, дочка. Что-то случилось? Мама, смотри, я птицу. Меня потом какие-то Я сегодня ненадолго уеду. гастроли. На гастроли? А я? Да, на гастроли. Я Я буду скучать без тебя.
Келеди yanıma. Иди ко мне. Левин, полетел в нас. Хочешь, мы с тобой полетим? Далеко-далеко. Как птицы? Да. А папа? Папа? Ему будет плохо без нас. В чем ее обвиняют? Фердаус Юнбердина, Театр артистка. 30 yaşta. актриса, 30 лет. Zaten майор. Жена майора Курамши Юнбердина. Фирдавс Юнбердина. Настоящее имя Амина Давлетшина. Исемен Курамши Юнбердина. Имя она поменяла под предлогом утери документов. Югалтауды sebep itip o'zgartirdi. Второй никахынан Сюмбель исемli qizi bor. От первого брака имеет дочь Сюмбель. Сыгышы менен Хамар губернаторынан. Дочь кулака родом из Самарской губернии. Революцияга тигилен. До революции училась в Санкт-Петербурге, теперь Ленинграде. После революции семья бежала от раскулачивания на юг Башкирии. Башкортостандын көнүгүнө көрсөткүлө. Фирдавс Юнбердина. Театр регионального студия. Потом поступила в актерскую студию при театре. Театр хизматкарлары менен сүйлөшкөн. Обвиняется в распространении антисоветской пропаганды в театральной студии. Советтер каршы сотко тарыхы үгүттү. Текшерүүлөр бана шуларды асыкланды. Вот что было выявлено в ходе следствия. Илгирлиги тийиштүү кемелдер. До окончательного выяснения обстоятельств данного дела приказано приостановить назначение Курамши Юнбердина на пост начальника республиканской контрразведки. Фердаус Юнбердина арестовать. Папа? Папа, куда мы поедем? Отдыхать. Далеко-далеко. На паровозе? Да. Ну что? Пошли. Слушай, ты знаешь песню о шахтерах, которые уезжают далеко, скучают по родине? Что? Хорошая песня. К ней на квартиру.
Ваши документы. Ваши документы. Счастливого пути. Папа, а что это за речка? Знаешь, эта река даже зимой не замерзает. Давным-давно по этой реке ходила девушка Лето и искала своего возлюбленного моря Батыра. И чтобы зимой река не замерзла и не прерывала ей путь, она бросила в нее одно ожерелье со своей шеи. А где оно? На дне реки. Когда люди находят камешки с дырочкой, они называют их летним камнем. Летний камень. Да, летний камень. Ведь они из того самого ожерелья, которое бросила девушка Лето. Тот, кто найдет такой камешек, может загадать желание, и оно обязательно сбудется. Здравствуйте. Спички. Папиросы. Вот, пожалуйте. Чекушка. Я вот когда сюда шел, в детстве вдруг вспомнил. Помнишь, беднее моих родителей в деревне никого не было. Так или нет?
Да, верно. Хатırında mı А помнишь, у тебя был карандаш? Да. Bana benim parmak. Вот такой толщины, с мой палец. С одной стороны голубой, с другой красный. Yakşı kalemge Как я завидовал тебе. И тогда я подумал, почему у Салиха все есть, а у меня ничего? Benim bilmemde yok diyen horozu birden. Разве я виноват, что мои родители жили в достатке? Yerim var indi. Я тебя и не обвиняю. Ты дальше слушай. Этот самый карандаш так мне глаза жег, что я стащил его. А ты со своим братцем меня за это чуть до смерти не забил. Это ведь мальчишки были. Дети. Да я так, детство вспомнил. Аракın брат. А водочка у тебя, брат, не очень. Как это не очень? Гульсерия. Yaratağın Любишь? Яратан. Люблю. Карауна, алдыңдасы Смотри, не зевай, уведу, ты не заметишь. Да уж нет. Я ее с собой в степь увезу. Мне отец наказал без невесты не возвращаться. Күлләшәм мин һине. Завидую я тебе. Завидуете? Она же еще ни да, ни нет не сказала. Смеется только. Ты ее любишь. Это уже счастье. Ахатагай. Гафу итегез. Ахат Агай, вы только не обижайтесь. Вам, наверное, после смерти жены одиноко. Я в райцентр за почтой схожу. Винтовку не забудь. Ты сделал, что я приказал? Одна Гульсария на уме. Ты скоро на винтовке ее имя напишешь. Бегом на почту. Ну и бестолковый же этот Мулаян. Того и гляди, что-нибудь опять выкинет. И чего ты к нему цепляешься? Хороший парень. Хороший. Сегодня сон приснился. Какой сон? Дописал? Чуть-чуть осталось. Сегодня закончим. Ты должен такой доклад написать, чтобы мне в клубе хлопали, как товарищу Сталину, понял? Я дома буду. Как закончишь, приходи. Доклад. На кой ляд тебе этот доклад? Как это на кой ляд?
Ярай. Ладно, напишу. Фирдаус. Хәзер мине игътибар Фердаус, теперь слушай меня внимательно. О нас уже везде сообщили. Поэтому, когда приедем в деревню, старайся ни с кем не общаться. Кешеләр белән бик каралышмаска. Артыгын сөйләмәскә. Сөмбел белән әйткән. И Сөнбүл объясни. Лошадка. Әгәр мин берәүгә дә сөйләп китсәм, Если я куда-нибудь уйду, сидите в доме и не выходите, пока не вернусь. Ярай. Хорошо. Хамыгыз. Здравствуйте. Ташкайгамы? Вы в Ташкая? Утырыгыз. Садитесь. Ярдәм итешимме? Юк, үзе. Вам помочь? Не надо. Я сама. Бына был мыйыклы кеше минең атайым. Это мой отец. Урыс-япон хугышындагы Он был на русско-японской войне. Уның эргәһендә әсәем. Рядом с ним мама. Правда красивая? Да. Ә мин хәзер кайдалыр күргән кебек булам. У вас такое знакомое лицо. Фирдаус Янбердина. Вы же актриса. Фердаус Янбердина. Мин һеҙҙе тормошта нәҡ бына шундай итеп күҙ алдыма килтерҙем. А я вас в жизни точно так и представляла. Баҫалҡы кеше, хатта үҙегеҙҙең артист Вы такая скромная. йәшерәһегеҙ. По вам и не скажешь, что вы актриса. Гульсария, ты где вчера была? Я тебя весь вечер ждал. И ночью приходил. А тебя все нет и нет. Был егеттең миңә күҙе төшкән. Этот больной глаз на меня положил. По пятам ходит. Люблю, говорит. Ә мин уны йәлләйем. А мне его жалко. Минең һеҙгә бер үтенесем бар. У меня к вам одна просьба. Миңә исемем Пожалуйста, не называйте меня по имени. Ладно, некогда мне. Тут пакет из Уфы пришел. Надо срочно его доставить Юлдашеву. Үпкәләнем. Обиделся. Гульсария. Ул бит шундай. Эх, Гульсария,
Она такая, Шундай. такая. Был минин Минниса апайым. Это моя старшая сестра Миниса. Абанаха мин. А это я Бәләкәй саҡта. в детстве. Минин Минниса апайым бәләгә тарыны. Сестру мою арестовали. Уны алып киттеләр. Ләкин апайымдың бер ғайыбы лә юҡ. Только она ни в чем не виновата. Апай, Минниса апайымды сығарыуҙы һорап Я уже Мөмкинлегенсә столько хат писем яҙҙым написала в районға. район, чтобы ее отпустили. Ярҙам итерҙәр микән? Как вы думаете, ее отпустят? Самат! 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 Тахир, тыңла. Слушай, Тагир, Кайһы бер кешеләр некоторые представляют себе классового врага как страшилище с клыками, толстой шеей и обрезом в руках. тоткан йырткыз кыяфәтле бәндә итеп күз алдына килтерә. Шәп Хороший карандаш. Мәсәлән, плакат. Таким его изображают на плакатах. Но как учит наш великий вождь, чем крепче становится социализм, тем сильнее разгорается классовая борьба и тем сложнее становится отличить врага от друга. Ну как? Здорово. Поэтому, товарищи, я напоминаю вам, нынешние антисоветские элементы в деревне – это большей частью люди тихие, сладенькие, почти святые. Их еще много недобитков, тихой сапой разжигающих войну против советской власти. Бетмәгән әле. Улар совет властына каршы итәк астынан ут йөгертә. Солнышко. А как это тихой сапой? Из-под тишка. Скрытно. Самат. Слушай, Тагир, не надо, папа. Не надо, пусти меня, папа. Я не хочу. Шуңа күрә һәрбер безгә булды. Уй ябылырга кирәк. Тагир, не мучай ребенка. Уморишь совсем. Не вмешивайся. Не надо, папа. Как не вмешаться? Знаешь, как это называется? Издевательство это вот что. А я говорю, не лезь. Это же пытка. Мама, мамочка. Своего ребенка будешь воспитывать, ладно? Малайыңды батыра. Утопишь пацана. Неужели Курамша? Вот так. Осторожней, Тагир. Ну, давайте, парни. Держите, давайте. Давайте, парни. Папа, там тетя Гульсерия пришла. Я сейчас.
Ахат. Карале. Синең аяқың... Как твоя нога, Ахат? В полном порядке. Хочешь, танцую? Ну-ка, посмотрим. Сейчас я тебе покажу. Чего тебе? Я вчера сестру видела. Мне разрешили свидание. И что? Еще не поздно ее спасти. Ты же знаешь, она японская шпионка. Хватит. И слышать ничего не хочу. И язычок свой прикуси. Ежели что, ты меня знаешь. Нет у меня жены. Слышишь? Нет. Ты же ее любил. Сама ты сиротой делаешь. О нем хотя бы подумай. Опять пить начал. Уходи отсюда. Уходи. Наливай. Что это такое? Игрушка. Мне папа из Москвы привез. Дай-ка я попробую. А ты ружье дай подержать. Маленький еще. Сам ты маленький, игрушку просишь. Ладно, держи. Только ничего не трогай, убьешь еще кого. Мулаян! Ахат, кто этот Мулаян? Да ходит тут, глупый теленок. Стой, Мулаян, прибью. Папа. Ахат, мне с вами поговорить надо. Беги, Мулаян. Да не туда. Летний камень. Мулаян! Меня хат юкма? Мне писем нет. Юг.
Нет. Я понимаю, как ты переживаешь из-за своей тети Минисы. Хочешь? Я для тебя всю эту тюрьму по камешку разнесу. Эх, Муллаян, Муллаян, Эх, Мулаян, малай гына. какой же ты еще мальчишка. Ты кто? Я Сюмбель, Сюмбель Янбердина. А я Самат. Самат Юлдашев. Это улья. Там живут пчелы. А пчелы где? Улетели. Меня отец Мой папа рассказал про камень с дырочкой. Если его найдешь, все, что пожелаешь, сбудется. Сказки. Ага, попался. Ну хватит. Пакет уже ты пришел. Сені қолға алынды, Құрамша. Ты арестован, Курамша. Қайда баруға бұйырасың? Куда идти прикажешь? Бас. Встать. Неме, Ты что, Тагир? Атла. Шагай.
случилось? Не. Yok. Нет, Bulmam. все хорошо. Тагир Юлдашев Тагин. Ты говорил, Тагир Юлдашев твой друг. Неверя кышыл. Что он за человек? Енді елік деп. Что за человек? Қадимге кіші. Обыкновенный, простой человек. Менің менен көп. Как мы с тобой. Неге олай деп сұрайды? Почему ты спрашиваешь? Юлдашев. Юлдашев собственноручно сдал свою жену в НКВД. Не кім айтты? Кто тебе сказал? Гульсарея. Гульсария. Шанмайым. Не верю. Я. Hadi dinleşlemesi Ну и что ты теперь будешь делать? Аптыралған Не знаю. Баши. Голова раскалывается. Курамшы орында Если бы на месте Курамши любой другой был бы. Уйлап та тұрмас едім. Аттың, уассалам. Стенки и привет. Нисек. Уассалам. Как к стенке и привет. Тахир. Бид оны нисек та булса коткарырга Мы должны его спасти во что бы то ни стало. Әлбетте, әлбетте. Конечно, конечно. Тик уйларға кәрі. Только надо все хорошенько обдумать. Бізге бынан кесікмәстен Нам кетіріп. надо отсюда уехать. Тагир Юлдашев Немедленно. қорқыныс кіші. Тагир Юлдашев страшный человек. Мен шанмайым бұға. Я в это не могу поверить. Тахир Юлдашевқа өзінің қотының қолға алған. Зачем ему нужно было сдавать жену? Өзіңдің неме хиләгеніңді аңлай. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Бұндай қылықты ғафу итеп Как можно такое Бұдан сен простить? өзің мені қолға алалар инең. Ты бы смог меня посадить? Амаға? Здравствуйте. Тахир. Таныш бол, менің қотым. Знакомься, моя жена Фердаус. Юлдашев. Это вот. Проходи. Сөйлешіп ағырғайны. Құрамшы. Поговорить бы надо. Дәрісің айтады. Скажи только честно, зачем ты приехал? Я попал в беду, Тагир. Ярай. Тогда ответь еще на один вопрос. Ты виновен? Нет. Так я и думал. Выходит, жену спасаешь? Оның бір ғайбы. Она ни в чем не виновата, Тагир. Так не бывает, брат. Или она, или ты. Знаешь, что мы сделаем? Ты ее арестуешь сам. Только так ты свою жизнь спасешь. Мен бір істеймін. Нет, на такое я не пойду. Дурак. Почему ты не спросишь, где моя жена? Я же точно как ты был. Демек, Значит, ты ее сам посадил? А что мне было делать? Посмотри, сколько в деревне народу осталось. Где они все? Сдохли, в пыль обратились. А я живой. Тагир Юлдашев живой. Вот он я, перед тобой стою. Ты не человек, Тагир. А кто в Уфе сидит и приказы издает? Не ты ли, товарищ Янбердин? Что ты несешь, Тагир? Пусти. Тагир, опомнись, проснись. Тагир, проснись. Папа.
Курамша қайда? Где Курамша? Қайда Курамша? Я спрашиваю, где Курамша? Білмеймін. Не знаю. Удалдым мен. Запутался я совсем. Сен бұталды. Ты запутался, сволочь. Қадықы. Ты шкуру свою спасаешь, гад. Өзіңдің жаның. Қабақат. Tahir! Tahir. Мы уезжаем, а я все еще не нашла летний камень. Nima bo'ldi? Что случилось? Bizga bundan Вам с девочкой надо уехать. birga kerak. Kuramsha qayda? Курамша где? Biz unda Мы там на реке Tahir Yo'ldashev Тагир Юлдашев и men sizga я вам помогу. Где мой папа? Атайыңны. Ул китте. Он уехал. Куда? Килә ул. Хәзер килә. Он скоро вернется. Хочешь, мы с тобой летим далеко-далеко. Как птицы. Да. Sümbül. Исемің кім, Халдар? Как звать солдат? Владимир Владимир Назаров. Ташкая, правильно едем? Немного проедете и налево. Когда одинокой березы доедете, сразу и увидите. Сам туда же? Да. Садись. Қайдан қайтып келе? Откуда идешь? Почтаға барып На почту хотел. От отца письмо пришло. хат келген. Нима да? Что пишет? Қайты кедірек. Быстрее возвратиться просто. Да я и сам соскучился. Спроси его, Курамша Ильбердин здесь? Курамша Ильбердин, манда. Курамша Янбердин здесь? Ие. Здесь. Әллә һәзер А вы тоже из Уфы? Да.
Караганда неме. Смотри, что здесь написано. Кая бер кеше Некоторые представляют себе классового врага как страшилище с клыками, толстой шеей и обрезом в руках. Таким его изображают на плакатах. Но, как учит наш великий вождь, чем крепче становится социализм, тем сильнее разгорается классовая борьба, и тем сложнее становится отличить врага от друга. Поэтому, товарищи, я напоминаю вам, сегодня враждебные советской власти элементы выглядят как святые тихие люди. Их еще много недобитков тихой сапой, разжигающих войну против советской власти. Господи, что же это за сумасшествие? Кисятеш курды. Я вчера сон видел. Аллах Аллах. Понимаешь, Ахат? Сон. Атай, тегінде яр буйында бір Папа, там на берегу человек лежит. Қанға батқан. В крови весь. Тукта! Стоять. Тукта. Тахир. Kimdir kız? Тагир, ты стал чудовищем. Тукта. Тахир, тыңла. Тагир, слушай. Некоторые представляют себе классового врага как страшилище с клыками, толстой шеей и обрезом в руках. Улына ахирет сатқан жыртқыш саясатты бәлде етіп көз алдына келтіреді. Курамша. Раша. Тахир. Фильме, Тахир. Что с тобой, Тагир? Рамша. Ахат. Нажим. Я замерзаю. Курамша, я живой? Живой. Живой, Тагир. Нельзя останавливаться, Тагир. Если мы остановимся, нам конец. Живой. Живой. Давай. Давай, вставай. Надо идти, Тагир.
Симбель қайда екен? Где же Сенберль? Курамша. Сдай оружие. Курамша, Зинхар, был бы передан Берсара. Курамша, пожалуйста. Это единственный шанс. В Уфе разберутся. Куда идешь? Фирдаус Апай, Сюда нельзя, уходи отсюда. подождите. Ты что делаешь? Ты что? Эй, Мутундал. Эй, убери винтовку. Мутунду. Убери, я говорю. Мутундал ты. Убери. Мутунда. Летний камень.
За годы сталинских репрессий с 1930 по 1953 год в Башкортостане расстреляно, отправлены в лагеря и бесследно пропало 50 293 человека. Автор перевода Айдар Акманов, режиссер озвучивания Дамир Юсупов, звукорежиссер Памира Абдулбанеева, сведение звука Ренат Лосынов, текст читали Владимир Латыпов, Айгуль Шакирова. Перевод осуществлен в студии компьютерного озвучивания киностудии «Башкортостан» в 2002 году.